Ингушетии за последние годы удалось достичь хороших показателей в отраслях промышленности и цифрового развития, отметил первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов, открывая расширенное заседание коллегии. Важно стимулировать предприятия промышленности, потому что они дают постоянную занятость и налоги. И здесь стоит задача внимательно относиться к развитию промышленных площадок, у нас их 3, сопровождать устойчивое функционирование инфраструктуры, при необходимости развивать ее, содержать ее в достойном состоянии, получать федеральные субсидии, которые предназначаются для развития таких элементов поддержки. Это, конечно, одна тоже из первейших ваших задач. Вопрос кадрового обеспечения крайне важен стоит, крайне важен для развития промышленности. Министерство промышленности и цифрового развития региона осуществляет государственную политику в сфере промышленности, торговой деятельности, транспорта, связи и информатизации. В 2023 году ведомство участвовало в реализации 6 национальных и 2 федеральных проектов. Руководитель ведомства Бадма Дарджиев, выступая с докладом, отметил, что в прошлом году рекордным для республики стал индекс промышленного производства, который составил 117,1%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 12,5 миллиардов рублей или 146,4% по отношению к предыдущему году. Индекс промышленного производства обрабатывающих производств составил 111,8%. Объем отгруженных товаров в сфере обрабатывающих производств 5 миллиардов рублей или 154% по отношению к предыдущему году. Об основных направлениях промышленной политики более подробно поведал заместитель министра Адам Кукурхоев. Он отметил, что наибольшую долю в производстве региона занимает металлургия – 31%. Такие показатели обеспечиваются за счет производства радиаторов для отопления и строительных профилей из алюминия. Дефицит зарубежных товаров и финансовая поддержка, оказываемая предпринимателям, открыли новые возможности для развития данной отрасли. Производство металлургическое – это Реал АТМ, резиновые, пластмассовые изделия, 28% это в основном техстрой по производству пластиковых полимерных труб. Также это производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 11% это в основном строительные материалы, производство это сыпучие пески, это ТИМ, производство. В основном данной отрасли является это технология материала и элитстрой. В 2023 году оборот розничной торговли составил 121,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Было проведено более 30 ярмарок с участием более 50 сельхозпроизводителей. В структуре формирования оборота розничной торговли на долю крупных, средних организаций на территории республики приходится 11,7%, розничных рынков и ярмарок 44,9%. Малый бизнес стабильно обеспечивает 43,4% соответственно. Инфраструктуру торговли в Республике Ингушетия представлена достаточно разветвленной сетью торговых организаций. В республике функционирует на сегодняшний день около 2027 торговых объектов. Цифровое развитие Ингушетии продолжает улучшать качество жизни жителей региона. В 2023 году Минпромсвязи перевели дополнительно 86 социально значимых услуг в электронный вид, которыми жители теперь могут воспользоваться на портале госуслуги. Также разработаны утверждены цифровые административные регламенты массово значимых услуг. Разработаны проекты, утверждены административные регламенты с использованием программных технических средств проектирования машиночитаемых административных регламентов, федеральной государственной информационной системы, федеральный реестр государственных и муниципальных услуг на основе типовых административных регламентов. Также проведены учения совместно с МЧС по Республике Ингушетия по проведению оказания государственной финансовой помощи населению, пострадавшим в результате ЧС через портал государственного. Обсудили на коллегии задачи на 2024 год. В этом году планируется реанимировать простаивающие предприятия региона, увеличить торговые сети и продолжить работу по защите прав потребителей, обеспечить покрытие мобильной связи в сельских поселениях Гули и Чемульга, организовать межрегиональные авиарейсы и многое другое. Тамара Хашагульгова, Султан Булгучев, Магаз 24.